Время собирать – это новый проект Музея изобразительных искусств имени Эрзи и его партнеров. Проект представили в выставочном зале Национально-культурного центра села Баево Ардатовского района на родине знаменитого мордовского скульптора. Теперь там выставлены 30 копий скульптурных работ Эрзи, которые наиболее ярко характеризуют творческий путь мастера. В Баево в этот день приехали сотрудники музея, собрались жители села и главный гость – французский художник Жан-Луи Бонами, который очень хотел побывать на родине великого Эрзи и накануне открыл выставку в Саранске. Об Эрзи в 3D-масштабе расскажет Татьяна Бебинова. Самый первый гость в этот день в Баеве – художник-француз с милым именем Жан-Поль Бонами. Он открыл в Саранске в музее Эрзи накануне свою выставку. Это была его мечта на родине великого Степана Дмитриевича Эрзи. И теперь ему показывают, где же родился его кумир. Вот он с мамой в Париже в 2014 году. Национально-культурный центр в Баеве вновь встречает официальных именитых гостей. Повод значимый – открытие нового проекта, посвященного знаменитому земляку. Ведь Эрзи много не бывает. Его творения любимы во всем мире, и тем более на малой родине. Отреставрированный дом-музей в Баеве был открыт к 140-летию скульптора. Теперь здесь новые события. Открыта постоянная экспозиция 30 произведений Эрзи. Это, конечно, копии работ, трехмерные компьютерные модели, но они в нюансах передают оригинальные творения мастера. И что еще немаловажно, отражают этапы его творческого пути. Это значимые работы, увидеть которые одновременно все вместе вряд ли возможно. Мы работали на протяжении 5 лет. Мы собирали, мы занимались 3D-технологиями и, не побоюсь сказать, что мы были одни из первых в России, кто вообще занимался скульптурным сканированием. И была проделана очень большая работа, чтобы все это собрать воедино. Большой музейный проект поддержал член Совета Федерации Владимир Летюшкин, уроженец Ардатовского района. Он признается землякам, что уважает Эрзю за то, что тот мечтал прославить собственный народ. И мечта сбылась. И рассказывает, что в Аргентине, где Эрзи прожил 20 лет, его помнят и любят. Но выставки скульптора проводят недостаточно часто. Но сегодня нет больше человека в скульптуре в мире, который в дереве так раскрыл себя, так раскрыл свой народ мордовский, нашу территорию. Новый проект позволяет знакомиться со всеми работами Эрзи в интернет-пространстве. Совместно с Государственным русским музеем создана также полная мультимедийная виртуальная экспозиция. Сегодня еще раз позвольте мне поблагодарить всех от лица исполняющего обязанности главы республики Владимира Волкова за работу, которая несет в себе историю, культуру и необходимость формирования нас истинного представления жителей нашей великой Мордовии, великой страны России. Сегодня скульптуры Степана Дмитриевича Эрзи хранятся в музеях и частных коллекциях буквально по всему миру. В Италии, Франции, Аргентине, в городах России, в Москве и Санкт-Петербурге, в Ярославле и в Пензе, Екатеринбурге и Новороссийске, Батуми, Баку, но самая большая коллекция в Саранске. Новый просветительский проект соберет воедино все произведения скульптора. И теперь ими можно любоваться и в столице, и в селе. Татьяна Бебинова, Павел Толобаев. Наши новости.